Сегодняшняя наша передача посвящена очень редкостному событию. Впрочем, обо всем по порядку. Тема нашей передачи позволит нам прикоснуться к вечному и временному, ко всем векам и странам, как писал великий русский писатель Иван Бунин. Героиня нашей передачи уникальна, свежа и интересна для нас и тема. Телезрители, сейчас мы находимся в доме Бароат Абдурахимовны Хаджибаевой, и сюда съезжаются все гости, чтобы поздравить виновницу торжества, нашу героиню. Бароат Абдурахимовна – это сплав двух культур – русской и восточной, таджикской, так сказать, общечеловеческой культуры. Это своя... Бароат Абдурахимовна Хаджибаева хорошо известна в научных кругах Таджикистана, во всех республиках Центральной Азии, в Москве и Санкт-Петербурге. Более 60 лет назад юная Бароат Роза начала служить труднейшей и благородной профессией учителя русского языка и литературы в таджикской школе. Это было первое послевоенное десятилетие, когда таджикские дети, несмотря на огромные трудности той поры, жадно впитывали в себя каждое слово учителя. Бароат Хаджибаева представляла весьма престижную науку, которая была нужна людям и обществу. Отношение к русскому языку, литературе и культуре определяло многое в минувшем XX веке. То была особая цивилизация, уступившая место новой. Молодая учительница притягивала сердца детей своей горячей любовью к поэзии, к литературе, к книгам, увлекая за собой своих учеников, доводя до совершенства свое педагогическое мастерство. Тогда в лице Бароат Абдурахимовны сформировался ученый-методист, тонкий исследователь взаимосвязей литератур. Эльвира Владимировна Султанова, доктор филологических наук, ученица Бароат Абдурахимовны, которая также занимается ориенталистикой. Их научные интересы совпадают. Сегодня Эльвира Владимировна волнуется не меньше своей учительницы, в лице которой признаны заслуги всех таджикских ученых. Бароат Абдурахимовна мой учитель. Конечно, я, наверное, принадлежу к старшему поколению ее учеников, но именно тогда были заложены вот в нас ее самые глубокие мысли о том, что существуют связи литератур, которые разрушить нельзя, которые помогают сближению людей, которые можно объединить русскую и таджикскую литературу единым понятием «родная литература». Роза Абдурахимовна сделала добро наукой своей жизни. Это добро в самом высоком понимании своего слова. И каждая ее книга, каждое исследование по истории русской литературы, о взаимосвязях русской и таджикской литератур, это вот те золотые лепестки или те бусинки четок, которые нанизываются, и получаются большие-большие четки, которые, конечно, больше, чем были даже у пророка. Привез эти награды Шерифджон Акрамов, представитель Академии образования Таджикистана при Академии образования Российской Федерации, ведущий научный сотрудник Российской Академии наук. Как стало известно, что Бароат Абдурахимовна получила вот эту высокую награду, Бунинскую премию, я тут же сообщил Таджикистан. Бароат Абдурахимовна Хаджибаева, она была очень рада, ибо она является первым получателем этого премии из стран Центральной Азии. Она получила Бунинскую премию за совокупность трудов про Пушкина, про Есенина, а также про первого лауреата Нобелевской премии среди русских писателей Ивана Бунина. Этот диплом является специальной премией, называется Бунинская премия.
А также она получила вот, удостоена медалью, медалью Ивана Бунина. Эта награда является наградой университета имени Героя Советского Союза Алии Молдоголовой. Вот на территории университета шла фронт, а также Барат Хаджибаева удостоена этой медали университета. Состояние здоровья Бурата Абдурахимовны не позволило широко отметить такое знаменательное для всех нас событие. На торжество для вручения наград прибыли заместитель председателя области Назира Гафури, председатель города Раджабой Ахмадзода, ректор Худжанского государственного университета имени академика Бабаджона Гафурова Анвар Максудов, представители творческой интеллигенции нашей области и республики, видные ученые, преподаватели, родственники, друзья семьи. Академик Атахон Сайфулаев сказал о значимости деятельности ветерана труда, орденоносной и такой скромной одновременно Баруат Хаджибаевой. Баруат Абдурахимовна нашла путь, выход к большой науке. Она никогда не ограничивала теми и проблемами своих исследований. Но в этот период она расширила круг своих работ. Начала масштабно мыслить и масштабно писать. Дело в том, что она хорошо знает не только таджикскую литературу, но еще лучше знает русскую литературу. Поэтому взаимосвязь таджикской и русской литературы всегда привлекали ее внимание. Она по методике преподавания Пушкина, Маяковского и других писателей написала очень хорошие методические труды. Но главная тема, главная проблема ее исследований все-таки является взаимосвязь русской и таджикской литературы. Это очень важно сейчас, правда? Это всегда важно, потому что дружба народов, дружба литератур всегда определяет судьбу человечества и прежде всего судьбу русского и таджикского народов. Образ великой труженицы, чистой и целомудренной, но вместе с тем целеустремленной и сильной духом, твердой и мужественной Бурат Абдурахимовны во все времена вызывали и вызывают искренние чувства уважения и любви, восхищения перед ней. Но ученый не изменяет себе. Она, как всегда, скромна, и в этом ее значительность. Большое спасибо вам, что вы пришли. Прошу передать мои поздравления и мою благодарность председателю области. Он с первого дня своей работы интересовался тем, как идет литературная жизнь, и оказывал помощь ученым. Больше всего в жизни Барат Абдурахимовна ратовала за то, чтобы не потерялась нить, связывающая наши литературы, чтобы не заросли литературные тропы, ведущие друг к другу. Она всегда подчеркивает внимание русских авторов к Востоку. Я должен сказать, что эта тема сыграет большую роль и в развитии таджикской литературы, и в развитии русской литературы. Я думаю, что еще не написана никем история литературных взаимосвязей, и особенно взаимосвязи национальных литератур.
Вот отдельные труды, такие как книги Баруат Абдурахимовны, перенаписание большой многотомной истории литературных связей, допустим, народов СНГ, будет настольной книгой каждого исследователя. Я горжусь, что этот человек является моим учительницей. Она мне преподавала в среднюю школу русскую литературу. И любовь к русской литературе во мне она пробудила. Я горжусь этим. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы находимся в доме Баруат Абдурахимовны Хаджибаевой, и вот здесь собраны ее книги, пособия, все, что ей сделано за ее длинную и такую очень содержательную жизнь. Эти книги были теми учебниками, по которым учились мы, ваша покорная слуга в том числе. Я горжусь, что я ученица Баруат Абдурахимовны. Побродим, пробежимся по страницам книги о Бунине. Когда читаешь, ты понимаешь, что только такой до мозга костей русской мог так глубоко, так искренно постичь и полюбить, сделать своим кумиром Саади, прочесть и понять Коран вслед за Пушкиным и создать свои шедевры. Брат Абдурахимовна в своей последней книге «Чекан души. Бунин и Восток» сделала настоящее открытие, потому что никто не подходил так близко к этому писателю русскому. Да, все знают, что Бунин любил Восток. Восток у Бунина огромный. И вот Роза Абдрахимовна сумела показать вот многообразие и широту этого Востока. Смотрите, что получается, что Бунин взял себе проводником на восток великого перса, таджикско-персидского поэта Саади. Ведь тот когда-то сказал: «Я хотел обозреть красоту мира и оставить в нем чекан души своей». Баруат Абдурахимовна стала добровольным послом двух стран сразу, а языком своей словесно-духовной дипломатии выбрала литературу. И на этот алтарь она принесла свою жизнь, свое сердце, провозглашая такое очевидное: все люди поклоняются одному Богу, Богу любви, Богу совести, добра и красоты. Работы Баруат Хаджибаевой высоко оценены в России. Это неудивительно. Они написаны сознанием дела, от них веет позитивом. Они содержат квинтэссенцию жизни, безграничная, бескрайняя любовь. Любовь ко всему миру – это секрет счастья. У него было свое органическое тяготение к Востоку, утверждал Максим Горький о Бунине. И неутомимому исследователю Хаджибаевой близка такая оценка Ивана Бунина. Литературоведы назвали Бунина главным мусульманином русской поэзии. И в своей книге о связи Бунина с Востоком Баруат Абдурахимовна отмечает это. Писатель, первый лауреат Нобелевской премии, следует за Саади. Как прекрасна жизнь, потраченная на то, чтобы обозреть красоту мира и оставить по себе чекан души. Кто такой Бунин? Бунин – человек, который представляет русскую культуру. Бунин – человек, который воспевает русский характер, русскую природу, особенности русской жизни. Но особенно важно, что Бунин интересуется жизнью других стран, народов. Он путешествует много. Бывал он, объездил он полмира и всюду с интересом описывал жизнь людей. Бунин прекрасно знал Коран и посвящал свои стихотворения Корану. И в жизни Бунина, когда ему было всего 20 лет, произошел знаковый, можно сказать, эпизод. Московский продавец книг подарил ему
книгу «Гулистон» Саади. И вот тогда Бунину было всего 20 лет. И вот с тех пор он заболел, можно сказать, Саади. Он читал и перечитывал Саади, учил его наизусть, цитировал его в своих письмах, обращался со словами Саади к своим друзьям. Целый период жизни Саади был воспроизведен Буниным в его произведениях. И даже, как говорит его супруга, он хотел сделать так, чтобы построить свою жизнь, как сам Бунин, как сам Саади. Первый период – учиться, второй период – путешествовать, третий период – создавать свои произведения. Так и получилось у Так Бунина. и получилось, да. А завершает книгу слова автора, который с полным правом утверждает, что Бунину удалось оставить чекан своей души, о чем он упоминает в разные годы своей жизни. Вся книга пронизана мыслью о том, что Бунин во все периоды своего творчества видел в Саади идеал писателя и человека. В доме Барат Абдурахимовны царит особая обстановка, особая атмосфера. А по-другому, иначе просто не может быть. Голос ее обладает словно магнетизмом, ласковый и тихий. Кажется, он способен внушить